депутат Палаты общин Фиона Анасанья стала первым за почти 30 лет действующим британским парламентарием, приговоренным к тюремному заключению. В июле 2017 года автомобиль депутата попал в поле зрения полицейских видеокамер, когда двигался со скоростью в 66 км в час в зоне, где запрещается ехать быстрее 50 км в час. Анасанья не признала себя виновной, утверждая, что хотя автомобиль и в самом деле принадлежал ей, но в этот момент за рулем находился другой человек, снимавший у них квартиру, россиянин Алекс Антипов. Выяснилось, что Антипов в тот момент находился в России. Она была исключена из лейбористской партии после того, как суд признал ее виновной в попытке препятствовать осуществлению правосудия. Она была приговорена к 3 месяцам заключения после того, как сторона обвинения представила доказательства, что Анасанья не только сама находилась за рулем, но еще и обменивалась текстовыми сообщениями в момент превышения скорости. В нынешнем столетии это первый случай, когда действующий депутат британского парламента получает тюремный срок. Последний раз это произошло в 1991 году, когда депутат Терри Филдс получил 60 дней тюрьмы за неуплату избирательного налога. Представители как лейбористской, так и консервативной партии призывают ее сложить депутатский мандат, однако сама она заявляет, что в подобном случае останется без средств к существованию. Фиона Анасанья была избрана в парламент от партии лейбористов в июне 2017 года, победив на выборах своего соперника консерватора Стюарта Джексона, который представлял этот округ в Палате общин на протяжении 12 лет. Она была арестована за превышение скорости всего 6 недель спустя после избрания. По ее словам, этот период был для нее чрезвычайно загруженным и суматошным, так как помимо новой работы в парламенте у нее был диагностирован рассеянный склероз. Вынося ей приговор, судья заявил, что после того, как она солгала, давая письменные показания, она приняла катастрофическое решение придерживаться этой лжи и в дальнейшем. По информации, представленной на процессе, депутат сговорилась со своим братом, чтобы избежать обвинений в превышении скорости. Если бы Фиона Анасанья была приговорена к году заключения или больше, то, согласно существующим парламентским правилам, она бы автоматически потеряла свое место в парламенте. Однако, поскольку она получила срок лишь в 3 месяца, ее карьере в парламенте грозит лишь так называемая петиция избирателей ее округа,
которые могут потребовать ее отставки и проведения перевыборов в этом округе. Согласно принятым в 2015 году правилам, для проведения досрочных выборов в определенном округе требуются подписи более 10% зарегистрированных там избирателей. В округе в Питерборо, который представляет Анна Санья, это около 7000 человек. Однако, из-за того, что Анна Санья подала апелляцию, запустить процесс сбора подписей под петицией пока нельзя. На процедуру сбора подписей под подобной петицией с момента запуска процесса отводится 6 недель. И, конечно, сама Анна Санья может решить добровольно покинуть парламент, что также приведет к перевыборам в течение нескольких недель. Газета Daily Telegraph цитирует неназванных людей, близких к Анна Санья, по словам которых, она не была готова получить реальный срок и намерена и дальше оставаться депутатом парламента. Будучи изгнанной из лейбористской партии, сейчас она выступает в качестве независимого депутата. Ее адвокат сказала в суде, что единственный источник дохода Анна Санья – ее парламентская зарплата в размере 78 тысяч фунтов стерлингов в год, 102 тысячи долларов. Из этого следует, что Анна Санья будет продолжать получать свою зарплату, а также добавку к пенсионным взносам все время, пока будет находиться в тюрьме. Она также будет продолжать получать субсидии от парламента на расходы, связанные с ее офисом, который продолжает работать в ее отсутствие. После того, как ее признали виновной, ей следовало повести себя достойно и сразу же объявить о сложении полномочий, сказал он. Сегодняшний приговор дает Фионе последнюю возможность поступить по чести и выйти из состава парламента. Понятно, что она никак не может представлять интересы своих избирателей, сидя в тюрьме, поэтому ей следует совершить достойный поступок и безотлагательно объявить об отставке, заявил пресс-секретарь консервативной партии. Представители обеих партий уже заявили, что если Анна Санья не сложит мандат добровольно, они будут энергично призывать жителей округа подписать петицию о ее отзыве.